Добрый вечер, уважаемые радиослушатели и телезрители. В эфире передача «Якут сегодня» на телеканале НВК Саха и радио Тетим Саха Араджията. За режиссерским пультом Мария Новгородова и Николай Слепцов. У микрофона сегодня ведущая передачи старший государственный налоговый инспектор отдела оказания государственных услуг номер 1 Валерия Макарова. И мы продолжаем нашу рубрику про налоги Якутии. Это наш второй выпуск, который посвящен очень интересной теме налоговая задолженность. И сегодня со мной в студии мои коллеги. Это главный государственный налоговый инспектор отдела оказания государственных услуг номер 1 Николай Федоров. Здравствуйте. И заместитель начальника отдела урегулирования задолженности физических лиц Георгий Винокуров. Здравствуйте. Мы сегодня постараемся разобраться, что же важно знать о налоговой задолженности и какие изменения в законодательстве произошли в 2025 году. А вы, уважаемые наши слушатели и телезрители, можете задать свои вопросы по нашей сегодняшней теме налоговая задолженность по телефону 32 00 66 и 32 11 66. Итак, давайте начнем. Николай, пожалуйста, расскажите, что вообще такое налоговая задолженность и как она возникает. Вот задолженность, возникает, когда налогоплательщик пропускает установленный, в частности, у нас налоговым законодательством Российской Федерации сроки уплаты. Например, это имущественные налоги физических лиц. Задолженность по имущественным налогам физических лиц, то есть нас, как обычных граждан, это задолженность перед бюджетом. Если вы владеете квартирой, машиной или частным домом, за то, что вы владеете и пользуетесь этим имуществом, нужно платить небольшой ежегодный взнос. Этот взнос есть имущественный налог. И очень важно понимать, что эти взносы, то есть наши налоги, идут на поддержание нашего государства, республики, города, либо деревни, нашего населенного пункта. Имущественные налоги физических лиц пополняют бюджет, местные бюджеты. То есть эти налоги попадают именно в бюджет ваших администраций. Например, город Якутск, Житай, Намцы, где вы проживаете, туда они попадают. И повторюсь, за что именно нужно будет платить имущественные налоги. Это квартира, комната или доля в ней, частный дом, гараж либо машина место, автомобиль, дача и либо другие постройки. Как обычно все это происходит, Вам приходит налоговое уведомление. Это уведомление из налоговой службы, где указано, сколько и за что вам нужно будет платить. И у вас есть срок до 1 декабря 2025 года. Например, в этом году мы платим за 2024 год. И если вы пропускаете указанный срок 1 декабря, то со 2 декабря у вас появляется налоговая задолженность. И что делать, если появилась налоговая задолженность? Главное не паниковать. Можно проверить долг, так как налоговая задолженность – это не государственная налоговая тайна. Ее легко можно будет проверить в вашем личном кабинете налогоплательщика именно, либо в едином портале госуслуги, либо в мобильных приложениях, например, Сбербанк, Тинькофф, и оплатить как можно скорее, так как чем раньше вы платите, тем меньше у вас будет налогового бремени. И если уведомление не приходило, то есть это вас не освобождает от уплаты налога. Возможно, когда-то вы подключились к нашему интернет-сервису, личный кабинет налогоплательщика, и если вы уже подключились к личному кабинету, то государство вам не продублирует ее по почте. То есть вам нужно будет проверить свой личный кабинет налогоплательщика и проверить там нужную информацию.
Мгм. Николай, давайте подытожим. Значит, налоговая задолженность может образоваться, если налогоплательщик собственник, да, какого-то объекта налогообложения, и это будет значить, что он до 1 декабря должен уплатить имущественные налоги, и как только он не уплатит их до 1 декабря, да, то 2 декабря у него появится налоговая задолженность. Да. У нас следующий вопрос. Георгий, вот сейчас везде пишут про изменения и бесспорный порядок взыскания задолженности. Что это такое? Да, с 1 ноября 2025 года вступил в силу федеральный закон 287 от 31 июля 2025 года, который кардинально меняет процедуру взыскания с физических лиц. Что изменилось? Если раньше любая налоговая задолженность с физических лиц могла быть взыскана только через суд на основании судебного акта, теперь же у налогоплательщика, если есть долг, и он не выразил несогласие на сводное уведомление, либо на решение о привлечении к ответственности, налоговый орган получает право взыскать его во внесудебном порядке. То есть вот это изменение произошло, да, в этом году? Да, оно вступило в силу с 1 ноября 2025 года. Угу. А что делать налогоплательщику, если он не согласен? К примеру, налогоплательщик получает сводное налоговое уведомление, суммой которой он не согласен. Это касается задолженности, которые образуются после 1 ноября 2025 года. У него есть два пути: либо подать жалобу, которая рассматривается главой 19 НК РФ, либо подать заявление о перерасчете. Подать заявление о перерасчете он может в течение 30 дней. Угу. А как именно происходит взыскание? Да, тут тоже есть ряд изменений. Как обычно, направляется требование об уплате. Если оно не исполняется, выносится решение о взыскании за счет денежных средств по статье 46 Налогового кодекса. И направляется поручение в банк на списание денежных средств. Также стоит отметить применение 76 статьи Налогового кодекса. Это приостановление операций по счетам. Ранее данная мера в отношении физических лиц не применялась. Она применялась только в отношении ИП либо юрлиц. И далее крайняя мера – это постановление за счет иного имущества, направляемое в службу судебных приставов. И тут тоже стоит отметить, что при оспаривании налогоплательщик, допустим, выразил несогласие на любом этапе, то задолженность приостанавливается, и уже наступает момент спора. Угу. То есть давайте еще раз для наших слушателей подытожим, да, как идет сам порядок взыскания. Сперва выходит требование, потом решение о взыскании за счет денежных средств, потом одновременно приостановление операций по счетам, и в случае, если эти меры не дают действенного эффекта, уже направляется постановление в службу судебных приставов. Да, то есть и раньше такой меры, уважаемые слушатели и телезрители, раньше такого для физических лиц не было, да? Не было. Такая мера была только для индивидуальных предпринимателей или юридических лиц. А сейчас уже такая мера есть и для физических лиц. Угу. Да. Николай, а скажите, из чего вообще состоит налоговая задолженность и размер пени? Да, хороший вопрос. Давайте разберем, из чего состоят пени. Попытаюсь простыми словами, да. Представьте, что вы кому-то должны. И, например, за коммунальные услуги. И если вы не заплатили вовремя, в качестве наказания за просрочку к вашему основному долгу, да, начинают добавляться пени. Если говорить образно, пени – это плата за опоздание. И из чего конкретно состоят пени, да? Оно состоит из 3 главных компонентов. Первое – это основная сумма долга. Например, это 1000 рублей. Второе – это ставка расчета. Например, это процент, да? Это ключевая часть. Именно по этому проценту рассчитывается размер пени. И откуда он берется? По закону ставка равна 1/300 от ключевой ставки Центрального банка России. Эта ставка действует для большинства коммунальных услуг, налогов и долгов перед государством.
Что такое 1/300 ключевой ставки? Это главная процентная ставка в нашей стране. С 27 октября она составляет 16,5% годовых. 1/300 от 16,5% годовых – это и есть та доля, которую вам начислят за каждый день просрочки на сумму вашего долга. И третий компонент – это время просрочки, то есть дни, да? Пени начисляются за каждый календарный день, когда вы не платите. Тем дольше вы тянете, чем больше становится общая сумма долга за счет пеней. И вот простой пример для наглядности, да? Например, у вас есть задолженность, как я говорил, уже 1000 рублей, ключевая ставка у нас 16,5% годовых и просрочка 30 дней. И считаем. Вот находим 1/300 от ключевой ставки, 16,5% делим на 300, и получается тут, немножко сложная цифра, 0,00055%. И считаем пени за один день от 1000 рублей. То есть 1000 умножаем на 0,00055%, да? Это у нас получается 55 рублей пени за каждый день. Всего лишь 55 копеек. 0,55, 55 копеек, да? И умножаем на количество дней, которые у нас были. Это у нас 30 дней. 30 дней умножаем на 55 копеек, у нас составляет уже 16,5 рублей. То есть по итогу вы будете должны 1000 и 16,5 рублей. Да, а если задержать еще на дольше, да, как говорится, не только на месяц, а на целый год, то уже и приличная сумма выйдет, уже как будто 2 раза уплатили налог. Да, поэтому не стоит игнорировать пени. Сначала, да, они кажутся мелочью, да, но со временем могут вырасти в ощутимую сумму. Лучший способ их избежать – это платить налоги вовремя. В срок, в установленный срок, да? А Георгий, у нас часто спрашивают налогоплательщики, что им поступило сообщение через госуслуги или на электронную почту. А что это за сообщение и зачем оно? Да, касаемо вот этих электронных сообщений, тут отдельно нужно сказать о переходных положений для задолженности, которые образовались до 1 ноября 2025 года. Они разделяются на 2 категории. Первая категория – долги, которые вошли в сальдо ЕНС и будут взыскиваться уже. Сюда относится задолженность, по которой уже есть вступившие в силу судебное решение, а также налоги, не включенные в сальдо ЕНС, независимо от наличия судебного акта. Это налог на профессиональный доход, налог самозанятых, НДФЛ, рассчитанный налогоплательщиком самостоятельно, и налоги, начисленные в период предпринимательской деятельности для физических лиц, прекративших деятельность. То есть в сальдо ЕНС включены те налоги, которые человек рассчитал самостоятельно. Они автоматически подлежат взысканию, независимо от того, что есть по ним судебный акт или нет. Так, на сегодня масштабы данной категории в нашей республике – это 24 тысячи физических лиц на сумму 950 миллионов рублей. Далее, вторая категория – это долги, которые исключаются из сальдо ЕНС и переходят в разряд приостановленных. Это вот как раз те суммы, по которым будут или уже направлены электронные сообщения. Это прежде всего задолженность, по которой заявления в суд были направлены до 1 ноября 2025 года, но судебные акты не получены. Далее это суммы по сводным ноговым уведомлениям и решениям о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, в отношении которых налоговым органам до 1 ноября не было направлено в суд заявление и, соответственно, не получен судебный приказ. Да, по таким долгам, которые вошли вот в приостановленную, вот как раз и будут направлены информационные сообщения. После этого у гражданина будет 30 дней на то, чтобы подать жалобу или заявление о перерасчете. Если он это сделает, то долг переходит в разряд спорных и взыскивается через суд. Если нет, налоговый орган получит право его взыскать внесудебно. Масштабы данной категории – это категория в отношении 82 тысяч физических лиц на общую сумму 336 миллионов рублей.
И, уважаемые слушатели, у вас есть возможность, да, мы хотим напомнить, что вы можете подключить СМС-информирование о своей задолженности. Да? А как это сделать, как его подключить, пожалуйста, Николай, расскажите нам кратко. Нам поступил звонок, давайте послушаем. Алло. Алло, здравствуйте. Здраво. Стабит. Мен ыйтабында. Ага. То бо я жаңыттан кан битим. Данное время был рынгыттан Жокуская корака пропискаласпын. Я жаңыга масье кабыта. Ванна бо манна ипотекалах тазелахпын. Оча мен пенсионерке налогтар ливинду восту денитаргына. Ага. Пенсионеры у нас являются льготной категорией, да? Это значит, что у вас есть освобождение от уплаты одного объекта недвижимости. Например, один жилой дом, одна квартира. Один гараж, да? Ага, один гараж, одно машиноместо. У вас, значит, в Якутске квартира, да? Ага. А там в Улусе? Жилой дом. Маске, тянаде. Ага. Это значит, у нас один объект. Да, потому налоговых. что жители Крайнего Севера у нас освобождены от уплаты имущественных налогов. Платят только те, кто в пределах города Якутска, например, да? И в Якутске у вас будут действовать свои ставки, но так как вы у нас пенсионер, то вы освобождаетесь от уплаты одного объекта, да? То есть одной квартиры. Вы не платите по нему. Спасибо за вопрос. Уважаемые слушатели, вы также можете позвонить и задать свой вопрос. Наша тема эфира сегодня — налоговая задолженность. Можете позвонить по телефону 32 00 66 или 32 11 66. Ну а мы продолжаем. И, пожалуйста, Николай, про СМС-информирование о налоговой задолженности. Как подключить, и платно оно или бесплатно? Ну, вообще, что это такое, да? Это действительно простой и удобный сервис. Как только у вас появляется задолженность, например, по транспорту, по земельному налогу, по налогу на имущество, да, вам придет короткое СМС-сообщение о том, что у вас есть задолженность. И в нем будет указана сумма долга. И эту задолженность вы узнаете практически мгновенно, да, не дожидаясь бумажного письма по почте, которое будет проходить несколько недель, наверное, да. И эта услуга позволяет избежать начисления пени, а в дальнейшем и общения с приставами. Вы оперативно получаете информацию и можете сразу же погасить долг через любой банк, через ваши электронные платежи. Данная услуга абсолютно бесплатна для всех граждан, и никакой абонентской платы там нет. Вы платите только за сами налоги, как и раньше. Это наша инициатива, и чтобы сделать взаимодействие с налогоплательщиками более комфортным и прозрачным. Подключить услугу достаточно просто. Есть несколько способов, и все они занимают буквально пару минут. Самый простой – это через наш личный кабинет налогоплательщика на сайте налог.gov.ru. В разделе «Профиль» вы переходите в настройки уведомлений и указываете свой мобильный номер или адрес электронной почты и ставите там напротив него галочку напротив СМС-информирования. Также, да, можно через банки-партнеры. Многие крупные банки, такие как Сбербанк, Тинькофф, ВТБ, также внедрили эту опцию в свои мобильные приложения. И еще третий выход – это в любом центре государственных услуг «Мои документы», это МФЦ, да, и специалист вам может оформить эту подписку. Ну и также в любом налоговом органе приходите, предоставляете свой паспорт, и тогда к вам подключают эту услугу. Но если все три, которые были ранее, да, они у нас делаются дистанционно, не выходя из дома. Также, да, если вы сменили свой номер, то нужно будет обязательно также войти в личный кабинет налогоплательщика и обновить свой контактный номер. Иначе вашей задолженности узнает другой человек.
Мгм. Спасибо, Николай. Дорогие слушатели и телезрители, а сейчас мы прервемся на короткую рекламу и будем снова ждать вас в студии. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем наш второй выпуск рубрики про налоги Якутии. И у нас сегодня очень интересная тема – это налоговая задолженность. И у нас есть сразу звонок, да, пожалуйста. Ага, алло, Здравствуйте. Мгм. Здравствуйте. Ага, Истебит. здравствуйте. Истебит. Иллер. Шаңырабында. Мгм. Ага, бұл мен пенсионерка бұрынжар. Онда бұл өлелейбінде болам. Хатыр ұра яқтақпын, оны үш жел яқпын етін налоқтуынан. Наға көді көпшет оларға, налоқтан басқалын артуынан. Отчағда мен бұл туаққа керелікпен налоқтан басқалын арденге, оны қанттан білем мен қайдақ сұргенмін. Налоқтан басқалын арденге бұяна бін жақыды, туақ жақыды. Мақтам. У нас, получается, льгота для пенсионеров предоставляется в проактивном порядке, то есть беззаявительном. Никакое заявление писать не нужно, да, и учтена ли ваша льгота, вы можете посмотреть в своем личном кабинете налогоплательщика физического лица. Там есть раздел «Профиль» и «Льготы», и там будет запись, да, то есть с какого момента у вас учтена эта льгота. А насчет ваших объектов, да, вы сказали 3 объекта, это значит, если они одного вида, то есть все 3 квартиры, то только на одну квартиру будет освобождение. На остальные 2 квартиры будут начисляться налог. При этом налоговый орган сам посмотрит, да, какая квартира у вас по кадастровой стоимости выше, да, на эту квартиру и будет льгота. То есть маленькие остаются, да, большая освобождается от уплаты налога. Угу. И у нас еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос по транспортному налогу. У меня в личном кабинете отображается транспорт, который мы продали в 2023 году. И налог засчитан. Как убрать этот? Так вот, хороший вопрос. У меня был подготовлен на него ответ, да, во втором блоке. Ну, я еще раз вам расскажу. Так, и, наверное, скорее всего, договор купли-продажи утерян, да? Вы его... Да. Ага. То есть вам нужно будет все равно сходить в ГИБДД, записаться и снять с учета. А второго владельца, который у вас, он купил эту автомобиль, тоже не знаете, скорее всего, да? Нет. Ага, просто у нас... С учета снят он. С учета снят? Да, сразу сняли с учета. А когда продали транспорт? В 23-м. А налог пришел за 24 год? Да, в 24-м тоже оплачивали, и за 24-й год вот сейчас тоже начислен. Да, к сожалению, у нас налоги начисляются по статье 85 Налогового кодекса Российской Федерации, и главное, чтобы у нас дошли сведения из ГИБДД. Чем раньше вы снимете с учета в ГАИ, да, ну, например, в 2023 году, тогда у вас налоги будут пересчитаны, и у вас появится переплата в разделе ЕНС, то есть на вашем кошельке, вы можете забрать эти налоги. Но если вас снимут с учета только в 2025 году, то в следующем году за 26 год тоже, в 26-м, то есть вам нужно будет ее тоже доплатить. Угу. Когда у вас снимут с учета, с того и момента у вас будет перерасчет налогов, транспортного налога. Да, то есть мы налоги начисляем по сведениям из ГИБДД. Да? Если ГИБДД не передают сведения о том, что вы больше не являетесь собственником, то, соответственно, налог дальше начисляется. И тут мы можем вам рекомендовать сперва обратиться в ГИБДД, убедиться, что они сняли с учета вас, да, вы не являетесь больше собственником, а затем обратиться в налоговый орган, да, или написать обращение через личный кабинет физического лица, да, прямо онлайн, и описать, да, свою ситуацию в обращении. И впредь, пожалуйста, не теряйте документы, договора купли-продажи, храните хотя бы 4 года, потому что это очень важно.
Мгм. Мгм. И мы продолжаем. Георгий, если налогоплательщик не согласен с задолженностью, как ее можно оспорить? Так, да, если налогоплательщик не согласен с начисленными налогами по сводным налоговым уведомлениям, как раз вот по имущественным налогам, то можно направить заявление о перерасчете в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, мобильное приложение налоги ФЛ, предоставить его лично или по почте. Если вы не согласны с решением о привлечении к ответственности, то можно подать жалобу, апелляционную жалобу на решение налогового органа. Подать такое заявление можно в течение 30 дней с даты формирования решения либо сводного налогового уведомления. На время рассмотрения вашего заявления жалобы взыскание спорной задолженности приостанавливается. В течение 30 рабочих дней будет принято решение либо о перерасчете ранее исчисленного налога, либо об отказе в перерасчете при отсутствии на это основание. В отдельных случаях налоговый орган может продлить срок рассмотрения, но не более чем на 30 дней. Мгм. Николай, из-за чего может образоваться налоговая задолженность, да, у простого гражданина? То есть мы уже поняли, да, что задолженность может образоваться у физических лиц в случае, если они являются собственниками объектов налогообложения и не уплатили в срок свои имущественные налоги, да, до 1 декабря не уплатили, и со 2 декабря у нас, получается, уже образовалась задолженность, да, и в каких еще случаях может образоваться налоговая задолженность, но у нас пока телефонный звонок. Слушаем. Ага. Алло, Здравствуйте. здравствуйте. Мгм. Можете задать свой вопрос? Эфирге тахсабындар же. Ага. Истебит. Ага. Мен буланы айтабын мана. Мен ем буланы агон састах. Хеп. Оны бие браппыт. Ислағыта соқ болбыта браппыт сеп. Оны буланы кені тугун налоговай жетин ухайбата неген бартын мама матыр. Оңар бұттыра хеп. Оны мен мамам болағына ол налогы төлірді. Кини пенсионер болағы деп атта. Пенсионер, ага. Бир деляхту, iki деляхту олонтаныме тутулуктах. Если бы марына пепи курдукти, iki делях болана жилой дом ден болана. Тотыне бетін атығып жеті соқ. Ата киз дете, Бетін атығып жеті хоқ. ата деп бракыт дете кимеха кирбите чоңна. Отан ол мамаға кирер. Кини собственник болар боди, бир чоңна да. Тогда мама теперь собственник, и она должна уплачивать имущественные налоги. С какого года вот передали маме? 3 года назад, 3 сыла напер. Ага, значит, вот уже 3 года у нее есть обязанность уплачивать имущественные налоги. Так, ханнолар кини прописката ханны бары. Деревняға, Табынык ханнык деревнени ата. Павловскай. Тамана налог агалдар, но бир жетен басқаландар, бириттен төлін төлін нады. Ата кені болағына бәді, бұл әме Павловскайға бәлдері бұлдақтыры жетіріп біттерім бұтта. Ол оны болына папа матыға жар, онтан ол братым соқ бұл бұтығар, мама бар, ол барыта кені жете, хайбата, мама матыр барыдаға де. Чоны кенеха бир делях бола дені чоды, бир де папаға тер, бир де мамаға тер. Мама ба, Чоны кен басқалан алдар. Бир делях болықтарына кен. Налог тілеті біте бігі. Уже 2 сылын тілеті біті. Кем атыттан? Мама атыға тілеті мәме. На этот дом, да? Который от брата пришел. Ага. Ну вот вам надо в первую очередь посмотреть, зайти в свой личный кабинет налогоплательщика физического лица, то есть мама, да, чтобы вошла, и посмотреть, учтена ли льгота пенсионера, как пенсионер. Угу. Возможно, сейчас мы, к сожалению, там детально посмотреть не сможем, да, вашу ситуацию. Если у нее несколько, не только один дом, не одна квартира, да, а еще есть, или может быть не только на имя отца, может у них по 1/2 доли, да, тогда в этом случае тоже по-другому будет. Но в любом случае... В любом случае, мы вам рекомендуем сейчас, к сожалению, мы не сможем, да, посмотреть.
Может, контактные данные, да, ставить? Вы можете написать обращение через личный кабинет, да, и написать, что вы вот уплачиваете уже 3 года, и если вдруг ваша льгота не была учтена, то в любом случае вам сделают перерасчет, и эти налоги вам вернут, которые вы уплачивали, да. Поэтому тут, если по каким-то ситуациям, дорогие друзья, уважаемые слушатели, какие-то ситуации, конечно, мы, к сожалению, вам так теоретически не сможем ответить, да, но всегда советуем вам написать обращение через личный кабинет, потому что это очень просто, никуда ходить не надо, и вам обязательно придет официальный ответ именно по вашей ситуации, да. Угу. И мы напоминаем, уважаемые зрители, что у нас сейчас очень много вопросов, да, по имущественным налогам именно поступает, по льготам. Николай, давайте еще раз повторим, какие льготы у нас есть по имущественным налогам именно для пенсионеров. Угу. Еще раз скажем, да, что оно у нас, льготы предоставляются проактивно, то есть в беззаявительном порядке. Вам не надо будет писать заявление на льготу, приходить в налоговый орган, да, приходить в офисы МФЦ. Все это делается по сведениям Социального фонда России, и льгота предоставляется автоматически. И оно предоставляется по одному виду объекта, то есть на один жилой дом, если у вас есть, на одну квартиру, на один гараж или машиноместо и на 600 квадратных метров по земельному участку, то есть на 600. Если у вас 800 квадратных метров, то на 600 у вас будет освобождение, на 200 квадратов вам нужно будет оплатить налоги. И у нас еще один звонок есть. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Спрашивайте, пожалуйста. Я могу вам бисасахас. Кене воллана дейтин отун ухайба херин барытын туаққа бербіді. Дарстönнайынан кыһыгар бербіді. Олихин билин кене оттур коду халағары. Онтуотер налог көлөдсөну қайда қанауды? Земельный участок пардей. Алонабри тух. Соток. Сколько соток земельный участок? Земельный участок уже кене атыгар болбада қылда. А что осталось? Что осталось в собственности? Бирга от Турсир. Ага. И сколько соток от Турсир? Официально бар, да? 1 га. Вот. Получается, там у пенсионеров на 6 соток только идет освобождение. Это все равно будет считаться как земельный участок. Булади. Ага, это земельный участок, на 6 соток идет освобождение, на остальные начисляется налог. То есть там полное освобождение нету от земельного налога, только на 6 соток. Спасибо за звонок. И давайте сразу перейдем к главному. Георгий, как можно оплатить всю задолженность? Так, вы можете погасить имеющуюся задолженность любым наиболее удобным для вас способом уплаты. Это через сервис «Личный кабинет налогоплательщика», мобильное приложение «Налоги ФЛ», сервис уплаты налогов и пошлин физических лиц, через единый портал государственных и муниципальных услуг и онлайн-сервисы банков. Николай, у вас есть что-нибудь добавить, да, про удобство уплаты налогов? У нас есть удобный сервис уплата налогов и пошлин. Это на нашем официальном сайте. Еще раз повторю, www.налог.gov.ru. Он есть у нас в сервисах. И про эту услугу. Так. То есть войти в него очень просто, да? Да. Зайти на сайт, выбрать сервис уплата налогов и пошлин. Далее мы можем выбрать уплату за третье лицо. Да, указываете данные того плательщика, да, за кого вы хотите оплатить, и свои данные. Указываете сумму налога, подготавливаете электронный платеж и оплачиваете со своей платежной карты, банковской карты. Любым удобным способом, да, электронно. Можно будет распечатать квитанцию, да, и оплатить за них. Все это можно сделать через наш сервис. То есть любой человек может оплатить налоги за любого человека.
и за своих родителей, и за родственников, и за детей через этот сервис. Да. Да? Ага. И еще один важный момент, как легче всего, проще всего уплатить свои налоги, да, это, конечно, личный кабинет налогоплательщика физического лица, о котором мы уже сегодня не раз сказали. И войти в личный кабинет налогоплательщика можно двумя способами. Это получить логин и пароль в любом налоговом органе. Если вы находитесь в городе Якутске, то операционный зал клиентский у нас находится на 202 микрорайоне, корпус 23. Или же второй способ – это войти по паролю от госуслуг. И преимущество личного кабинета, Николай, немножко вкратце нам, пожалуйста, расскажите, почему стоит подключиться к личному кабинету, если у вас имеется собственность? Да, потому что там вы сможете посмотреть сводное налоговое уведомление, да, за какие объекты вам начислен налог, по какому сроку, да, потому что у нас налоги начисляются ежемесячно, не за раз в год, да, а, например, если у вас машина была там 3 месяца, то машина будет посчитана за 3 месяца. Также там есть сведения о ваших доходах. По-простому это справки 2 НДФЛ. То есть вам не надо будет ходить к вашему работодателю, писать заявление, чтобы он выдал вам справку 2 НДФЛ. Все это есть в нашем личном кабинете налогоплательщика. Также, да, про эти льготы. В разделе «В профиль» там есть раздел «Льготы», и можно посмотреть ваши льготы, если вы у нас есть, льготник. Также у нас есть льготы у многодетных семей на одно транспортное средство одному родителю. И также можно будет подключить семейный доступ. Если у ваших детей есть объекты имущества, можно их добавить в свой личный кабинет налогоплательщика. И еще подать декларации на 3 НДФЛ, на вычеты, если вы обучались, если вы тренировались, если вы купили квартиру. Все это очень просто можно делать из личного кабинета налогоплательщика буквально в пару кликов. И если вы направляете из личного кабинета налогоплательщика, то деньги вы получаете намного быстрее. То есть, и чтобы не допустить налоговую задолженность, да, о которой мы сегодня поговорили, то воспользоваться личным кабинетом, зарегистрироваться, войти заранее, посмотреть свое налоговое уведомление по имущественным налогам, конечно же, удобнее всего через личный кабинет зайти, посмотреть, быстренько уплатить. Да? Ну что, уважаемые телезрители и слушатели, на этом наш выпуск подходит к концу. Спасибо большое, что были с нами, и ждем вас обязательно в следующих выпусках. Надеюсь, что сегодня вы для себя что-то полезное узнали. Спасибо и до свидания.